16 октября этого года в отделе истории Национального музея Республики Коми состоялось открытие, посвященное столетию со дня рождения Тамары Владиславовны Петкевич. В основу этой выставки легли ее автобиографичные мемуары, легли фотографии, какие-то небольшие заметки, которые были оставлены после неоднократного посещения Севера Тамары Владиславовны Петкевич уже после ее освобождения. Жителям Республики Коми имя Тамары Владиславовны очень хорошо известно. В 1972 году она впервые вернулась сюда, проехалась по железной дороге, по тем местам, которые связаны с ее судьбой. И в 1996 году она прибывает уже в Сыктывкар для того, чтобы презентовать свою книгу «Жизнь сапожок непарный». Во второй книге «На фоне звезд и страха» Тамара Владиславовна описывает свою поездку на север 1996 года. На встрече с читателями в Финно-Угорском центре в роли ведущей выступила недавняя студентка Владимира Александровича Галицкого Верочка Морозова. В темном платье, с белым кружевным воротничком она выглядела ничуть не смущенной темой встречи. Мне оставалось только удивляться трезвости ее оценок исторического прошлого и незатасканности формулировок. Так Тамара Владиславовна описала свою встречу с Верой Семеновной Морозовой. Вера Семеновна 16 октября была на открытии выставки «Жизнь сапожок непарный» и поделилась со всеми присутствующими своими впечатлениями, своими воспоминаниями об этой незабываемой встрече. Во многом эта выставка, которая проходит в стенах нашего музея, стала возможным благодаря очень важному для нас шагу. Шагу, на который пошли люди, допущенные к разбору архива Тамары Владиславовны Петкевич. Это журналисты, филологи, музейщики, которые посчитали необходимым отправить часть материалов в наши северные музеи. Музей города Микунь, Краеведческий музей Книжпогоста, литературно-театральный музей имени Дьяконова. Выставка «Жизнь сапожок непарный» – это попытка передать душевные и духовные переживания человека, помещенного в условия несвободы, его перерождение, переосмысление событий спустя десятилетия. Но еще это и визуализация книги «Жизнь сапожок непарный». Сюжеты литературных произведений часто ложатся в основу театральных постановок. Иногда по ним снимаются фильмы. Традиционно музей представляет литературу через фигуру ее автора. В экспозиции мы можем увидеть личные вещи Тамары Владиславовны Петкевич, первое издание литературного произведения. А само произведение – это массив текста, который представить в выставочном пространстве довольно непросто. Особенно в сегодняшних условиях тотальной визуализации. Сама музейная экспозиция представляет из себя комбинацию визуального и вербального компонента. Изображения, тексты, этикетаж, пояснения, которые дают нам общую историческую канву. На выставке представлены наиболее яркие моменты произведения «Жизнь сапожок непарный». Самое важное напечатано очень крупно. Рядом визуальный ряд, либо дублирующий информацию, либо расширяющий то, что дает нам текст. С помощью изображений мы можем увидеть образ возлюбленных Тамары и Колюшки, образ Александра Осиповича Гавронского, главного учителя Тамары Владиславовны, Ольдика и других очень важных персонажей произведения. Рано утром 27 июня, приехав из Микуни, я вышла из поезда в Книжпогосте. В кармане у меня лежало разрешение на третье свидание с Колюшкой. Я могла сама его умыть, поправить ему постель. Тут же на перроне ко мне подошли незнакомые мужчина и женщина. «Держитесь, Тамара Владиславовна, мужайтесь, ваш Коля умер. Сегодня ночью около 5 часов». На сегодняшний день на выставке состоялся вечер памяти Тамары Владиславовны Петкевич, просветительская акция под эгидой Музея истории ГУЛАГа 3010, 1 час миллионы судеб. Мы получили уже целый ряд откликов от посетителей, в том числе среди сыктывкарцев есть люди, которые в 1996 году приходили на презентацию книги, после чего завязалась долгая переписка с Тамарой Владиславовной Петкевич. И вот сыктывкарцы готовы поделиться с музеем этой коллекцией. Я думаю, мы будем продолжать работать с этой темой, работать с темой личности Тамары Владиславовны Петкевич, с ее судьбой
И еще неоднократно будем отражать эту очень интересную историю на экспозиции нашего музея. Спасибо за внимание.